Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии работает Регина Ягудина. 2 недели на устранение. С 17 января по сегодняшний день выпало 49 миллиметров осадков. Это составляет 106% от месячной нормы. Как Казань приходит в себя после рекордного снегопада, увидел Рамиль Шайдуллин. Прорыв за прорывом. Сегодня проснулись, и воды дома не оказалось, ни холодной, ни горячей. Как в аномальный снегопад пострадала коммунальная инфраструктура Казани, увидела Лиана Бахтиева. И подъемы, и прорывы. Проблемы есть, проблемы знаем, но паники нет. Каким выводом пришли и какие задачи поставили на коллегии Минстроя Республики, расскажет Дмитрий Аренин. Татарстан приходит в себя после сильнейшего снегопада, установившего рекорд по осадкам за последние 14 лет. Для понимания масштаба, по официальным данным Гидрометцентра России, на территории республики в эти дни выпало 47 сантиметров снега. В Казани этот показатель достигает 49 сантиметров. Выпало 800 тысяч тонн снега. На трассе М12 количество осадков оценивается в 2 миллиона 400 тысяч кубометров. Вывезли больше миллиона, это 100 тысяч КАМАЗов. Только в Казани на уборке снега задействовано 1115 единиц техники. Дорожники работают по 16 часов. На столицу обрушилось 106% месячной нормы осадков. Такие цифры сегодня озвучили на совещании в мэрии, которое в силу последнего разгула стихии прошло в формате городского штаба. Казань сегодня утопает в снегу, пробках в 10 баллов утром и вечером, а также сопутствующих проблемах. Возникли сложности с доставкой продуктов в магазины, дефицит на лопаты, школы на дистанте. И еще как минимум 2 недели город будет восстанавливаться от разгула стихии. Рамиль Шайдуллин подробнее. Улица Давыдова. Сегодня в это верится с трудом, но обычно по ней ездят трамваи. Вот они, трамвайные пути под толстым слоем снега. Из-за обрушившейся на Казань пурги в первую очередь пострадал именно электротранспорт. Так, в пятницу на линию вышел только 1 маршрут, сегодня еще 2. Такого, как в песне поется, снегопада давно не видели. Здешние места. Такого количества снега одновременно Казань не видела последние 14 лет. За 4 дня 106% от месячной нормы. Местами высота снега достигала 1 метра. Низкий поклон нашим дорожным службам. Все люди и все мы устаем, но усталостью назвать то, какой режим работы был у них, невозможно. Это на самом деле был героический труд. На ликвидацию сугробов, наледи и заторов были брошены все силы городских и коммунальных предприятий. 1115 единиц спецтехники, из них более 600 работали по плану «Буран». 162 машины обслуживали дворы и внутриквартальные проезды. Только на снегоплавильные камеры дорожники доставили 65 тысяч тонн снега. Все, что не смогли принять, складировали на временных полигонах. Нетрудно посчитать, при таком количестве осадков на дороге только первой категории в городе выпало 800 тысяч тонн снега. Это очень большое количество. Практически такое количество снега мы вывозили за всю зиму. Сегодня отмечают, в городе удалось не допустить коллапса, но местами сложности все-таки были. Болевой точкой по-прежнему остается вывоз снега и мусора. Больше 3000 заявок поступило только в открытую Казань. Не могли мусоровозы подъехать, добраться до контейнерных площадок, выкатывая вручную, опорожняя емкости, тратили на это лишнее время. И в связи с этим, к сожалению, на сегодняшний день задача до конца не решена. Будем продолжать заниматься. В эти дни в некоторых магазинах и крупных торговых сетях опустели прилавки с молочной продукцией, овощами, фруктами и хлебобулочными изделиями. Первая причина, как я уже сказал, это перекрытые трассы. Второе, объективно существовал и до сих пор по ряду территорий остается затрудненным проезд к магазинам. Поэтому спасибо работникам предприятий торговли, которые буквально на себе на некоторых объектах продукты заносили в магазины. Сами руководители торговых сетей для нормализации ситуации привлекли дополнительные силы и средства, технику для того, чтобы эти проезды оперативно расчищать. В
трассы открыты, и ситуация буквально в самое ближайшее время сегодня уже должна нормализоваться. Слаженно сработала система здравоохранения. График не поменялся ни в поликлиниках, ни в больницах, ни при вызове врача на дом. Скорая медицинская помощь за прошедшие сутки осуществила 1052 выезда, что является средним показателем по всей неделе. Наблюдавшиеся сложности в проезде к домам, особенно к частному сектору, особенно быстро разрешались. Поблагодарили сегодня в мэрии горожан и водителей. Первые все выходные провели с лопатой, очищая дворы и детсады. Вторые передвигались на общественном транспорте, тем самым облегчили работу дорожникам. Сейчас главная проблема – припаркованные вдоль дорог машины и большегрузы. Всю территорию привести в одночасье в порядок в короткие сроки невозможно. Техника работала и продолжает работать круглосуточно, пока, что называется, пробиты основные магистрали, дороги первой, второй, третьей категории, а убираем мы 23 миллиона квадратных метров. И передышки у нас без снега есть только чуть больше недели. Как сегодня заявили в исполкоме, на ликвидацию всех последствий снегопадов в городе потребуется не менее 2 недель. Рамиль Шайдун, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В эти дни казанцы сплотились против снежного апокалипсиса и вышли на улицы очищать город от снега. Они понимают, дворникам сейчас одним не справиться. Горожане убирали тротуары, парковки, придомовые территории, помогали застрявшему общественному транспорту. Самый популярный запрос – где купить лопату. На сайте объявлений самой востребованной услугой стали откопать машину и уборка снега. О стихийном порыве горожан в борьбе со стихией Вероника Гайнудинова. Это улица Новоселья, Вазина, Казани. Несмотря на понедельник, жители вышли на уборку снега. С лопатами они провели все выходные, помогали коммунальным службам бороться с аномальным снегопадом. Все дружно собрались, вышли, откапывались, как говорится. Ходить надо и детям, и женщинам, и бабушкам. Ну вот как так, все дружно. Просто вышли, собрались и в чате тоже писали. Вот. Как бы сами инициативу тоже проявили. Определенное время назначили. Вышли человек, наверное, 30, 35, 40 даже. Если так посмотреть, можно сказать, по колено. Вот так вот был снег. Одним дворником, это, сами понимаете, столько снега. Да, я думаю, все-таки помощь народу нужна. Снег нас объединил, говорят жители, рассказывают, даже познакомились с соседями, хотя живут рядом годами. Жители почистили тротуары, площадки перед подъездами, парковочные места. Люди вчера уже вышли вот с нашего дома и почистили тротуар, потому что невозможно было ходить просто. Хочу поблагодарить наших жителей, что они инициативу проявили, все почистили. А вот то, что здесь уже запущено совсем, видите, люди уже застревают, невозможно проехать. Но ни одного барсика, ни одного трактора не было за эти сутки. На эту улицу трактор еще не доехал. Застрявшую машину помогают вытащить прохожие. Жители домов по улице Шамиля Усманова говорят, в выходные, как и все казанцы, с лопатой в руках убирали снег. Все очищено людьми, жильцами домов. Очень много вышло, да, все откапывали после такой метели. Зорги 81, второй подъезд. Вот мы все это вычищаем вручную сами. Как жители помогали бороться со стихией, многие выкладывали в соцсети. На этих кадрах видно, после очистки жителями тротуаров и мест парковки снег вывозит техника. В Салават-Купыре решили убираться вместе под музыку веселее. Снег татарстанцы расчищали буквально с утра до ночи. Жители этого двора шутят. После уборки своего пойдут к соседям. Ну что, идем в соседний двор? Вот так сегодня выглядит буквально каждый двор Казани. Сугробы выше человеческого роста. Это, например, тоже на первый взгляд выглядит как сугроб, большая куча снега. Но если обойти с другой стороны, видим вот такую картину. Это машина. Жители просят друг друга своевременно убирать снег с машин, иначе будет как в Куюках. Здесь снегоуборочная техника не заметила автомобиль под снегом и задела его. В Пермяках жители едва смогли проложить тропинку. Там завалило снегом всю улицу. Никакой снегопад не страшен Равкату Загидулину. Он живет в поселке Царицыно. На своем небольшом тракторе убирал снег даже с проезжей части. Рассказывает, 35 лет жил на севере, готов к любой погоде. Сначала лопаты почистили, чтобы трактор выехал. А потом уже трактор делает. Мы же все должны делать как бы одну работу. Мы же соседи, например, вот прохожие, как бы тут пешеходы, дети в школу ходят. Как так вот смотреть? Просто так.
Ажиотаж в эти дни был в магазине хозтоваров. Продажи лопат выросли в 3 раза. Если в крупных торговых точках они еще есть, то в небольших магазинах все раскупили. Самый ажиотажный день был это воскресенье, потому что в остальные дни снег валил, добраться даже просто тяжело было. В основном люди машины оставляли, а в воскресенье, понедельник ехать на работу, в воскресенье хочешь не хочешь, надо чистить. Поэтому брали санки для вывоза снега, лопаты. В некоторые дворы лопаты подвозили предприимчивые жители. Предлагали горячий сейл от 400 до 700 рублей за штуку. На сайте бесплатных интернет-объявлений в топе убрать снег или откопать машину от 1500 рублей до 5000. Впрочем, большинство казанцев готовы были помогать безвозмездно. Этот снегопад всех сплотил и научил быть добрее, пишут в соцсетях татарстанцы. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в магазины и торговые сети начали завозить продукты первой необходимости. С начала снегопада поставки задерживались. Загруженные товаром большегрузы стояли на закрытых трассах. Некоторые по 2-3 дня. Многие стояли и сегодня. Это дневные кадры с М7. Ее открыли накануне, но пробка из фур растянулась на несколько километров. Они не могут подняться в гору. По сообщению Минсельхоза, в течение дня все необходимые продукты должны были появиться на прилавках. Это хлеб, яйца, молоко, товары с коротким сроком хранения. То, что задержки по трассам, это влияет, потому что все крупные ритейлеры, у них распределительные центры, РЦ называются, они все за городом. В том числе Магнит, Пятерка, Перекресток, они все за городом. Я думаю, с этим связано. 171 пригородный поезд сбился с расписания за минувшие выходные в Татарстане из-за метели. Задержка в пути составила от 15 минут до 4 часов. Пассажирам выдавали воду и печенье, на вокзалах организовали горячий чай. Большой пассажиропоток на железной дороге в республике возник из-за закрытия автобусного сообщения на трассах. На поезде до дома добрались 57 пассажиров авиарейса Шарм-эль-Шейх-Казань. Самолет из Абурана не смог сесть в нашем аэропорту и улетел в Нижний Новгород. 2 серьезные коммунальные аварии произошли в Казани за выходные. Спровоцировал ли их морозы, пока не ясно, но 2 улицы столицы, Ярулина и Амирхана, полностью превратились в реки и парализовали и без того сложное движение в городе. Пешеходам и водителям пришлось искать альтернативные пути передвижения. Дома, находящиеся вблизи дорог, остались без воды. Восстановить движение и ликвидировать аварию удалось только через 8 часов. Бьют ключи, термальные источники. Этот гейзер в 20-градусный мороз забил на перекрестке Амирхана и Читаева. Не выдержала труба 1994 года. В результате аварии затопила Чистопольскую. Машины ехали вплавь. Пешеходам пришлось искать другие пути. Вот на работу, когда утром спешила, вот смотрю, родители с детьми вот прям шли вот так вдоль дороги и не знали, как пройти, потому что очень много воды было. Потом очень много людей с телефонами снимали, видимо, чтобы передать. Ну, я сама тоже, я была в валенках, пришлось домой зайти и переодеться, и тоже еле-еле вышла. В 7 часов выезжаем, и в это время уже с улицы Амирхана невозможно было проехать. Пришлось объезжать через Чистопольскую. Вот здесь на перекрестке на светофоре жену с детьми посадил в машину. И вот где-то в 7:30 мы отсюда смогли уехать. То есть вот здесь вот Читаева улицу проехать было невозможно. Мы сегодня проснулись, и воды дома не оказалось, ни холодной, ни горячей. Аделя Гайфулина купила 5-литровую бутыль с водой. Они живут на Амирхана 13. С 7 утра в их доме отключили воду. Пришли домой с садика, прогулялись, хотели проверить, вода появилась или нет. Пока нет, пока ждем. Без воды остались и жители 15-го дома. Такая ситуация становится уже привычной, отмечают жильцы. За последний месяц отключили раза 3 воду. То есть, соответственно, мы не можем ничего сделать, приготовить покушать, помыться, умыться и так далее. Вот, очень тяжело. Ремонтные работы проводились, и что опять будет авария, мы никак не ожидали. Без воды остались жители 5 многоэтажек. Близлежащие садики работали в штатном режиме. Сегодня воды было. Дети пришли в детский сад, посещали детский сад. Все нормально. Для устранения последствий аварии работали 3 бригады водоканала и 16 единиц спецтехники. Это уже 2-й крупный прорыв за сутки в Казани. На прошлой неделе улицы Чистополя были похожи на Венецию. Райис республики еще в пятницу поставил задачу оперативно реагировать на такие ЧП. Все предприятия должны быть в готовности. И службы ЖКХ, и все эти
Мы быстро должны принимать любые решения по ликвидации аварий. За неделю в Казани произошло 8 прорывов. По масштабу на Амирхана не уступает авария на Ярулина. Причина та же – устаревшие водопроводные сети 90-го года постройки. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ну и кроме этого было еще пара отключений в поселке Северный был, на улице Литвинова порыв водопровода, где тоже было связано с изливом воды на проезжую часть. Также водоканал напрягал все усилия для того, чтобы эту задачу решить. Из-за переменчивых погодных условий произошли 6 аварий на электросетях. Лиана Бахтиева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Для решения вопроса инженерных сетей в республике нужно порядка 300 миллиардов рублей. Это почти годовой бюджет Татарстана. Об этом сегодня говорил Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минстроя. Участие принял государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Здесь сегодня говорили миллиардами и миллионами. Объем строительства в 2023-м перевалил за 3 миллиона квадратных метров. Наш федеральный министр назвал это гигантской цифрой. Объем строительных работ составил 700 миллиардов рублей. Ирик Файзулин тоже подчеркнул, модернизация коммунальной инфраструктуры – основа основ. С главными акцентами Дмитрий Аринин. На оснащение специальной коммунальной техникой предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан вручен. Как никогда, кстати, в республику доставили новую коммунальную технику. 45 современных грейдеров, мини-погрузчиков, экскаваторов отправились в районы. Зима показала, она какой может быть. И я считаю, что обеспечение техникой – это залог того, что наши улицы, дворы будут чистыми. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по обновлению коммунальной сети в регионах. С 2017 по 2021 годы в Татарстане вручили более 500 единиц спецтехники. Роторная установка, она нужна для расширения дорог. Как говорят коммунальщики, с новым оборудованием никакая стихия им не страшна. Можем район избавить от клея и расширение дорог с помощью, получается, автогрейдера и погрузчика. Сейчас в сфере строительства и ЖКХ в Татарстане трудится более 100 тысяч человек. По итогам года эта сфера показала рост. Сегодня строительный комплекс – крупнейший сектор экономики Татарстана, которому принадлежит порядка 7% в валовом региональном продукте. По одному из важнейших показателей объема подрядных работ, выполнено по виду деятельности строительства, в сравнении с 2022 годом ожидается рост на уровне 114%. В финансовом выражении это составляет прогнозно 700 миллиардов рублей. Построив более 3 миллионов квадратных метров жилья, Татарстан побил собственный рекорд и сохранил лидерство в Поволжье, став 6-м в стране. Казань заняла первое место в России в топе городов-миллионников, где за 10 лет построили больше всего школ и детсадов. Это результат национального проекта «Жилье и городская среда». За 5 лет в республике отремонтировали более 5000 многоквартирных домов. Татарстан всегда являлся регионом, который либо предлагал, либо отрабатывал у себя пилотные проекты по всем направлениям. Программа «Парки и скверы» была транслирована на всю страну и стала основой реализации национального проекта формирования комфортной городской среды. Программа «Наш двор» в стране тоже пошла с Татарстана. Ну и ряд регионов тоже начинает отрабатывать именно такой подход, когда единая платежка. В Татарстане сейчас собираемость платежей за ЖКХ составляет 99%. Как отмечают, благодаря этому отрасль работает бесперебойно. На коллегии больше всего проблемных вопросов касалось сферы ЖКХ. Так растет число отравлений угарным газом. За год пострадали более 100 человек. ЧП случились и в этом. Игорь Иванович, ну как, если клапана нет, дымоход работать не будет? Обязательно ввести надо, на комиссии надо эту тему. Не каждый день, но через в неделю несколько раз происходит. Коммунальные сети в республике изношены более чем на треть. За прошлый отопительный сезон произошло более 3000 аварий. Тарифная политика была такая, чтобы тариф не поднимать, инвестиционной составляющей не было. И сейчас все удивились, почему у нас в таком состоянии находятся инженерные сети. Вот наш расчет только по республике, там 200-300 миллиардов минимум надо, чтобы все это решить. Как бы ни было, вот мы видим, здесь, там у нас вот Читополь аварии были, вот сегодня в Казани, вот Ильсур Раевич докладывал, что есть, нам более серьезно надо относиться, понятно, и в федеральной части
принимать участие. Марат Мансурович, нам надо, Рустам Камиль здесь, в формировании будущих инвестпрограмм. Кое-что пока может подождать, но эти вопросы по сетям жилищно-коммунального хозяйства, по обеспечению бесперебойного обеспечения теплом, водой, горячей водой, это оно должно быть в неком нашем приоритете. Президент Академии наук предложил в строительстве использовать новые технологии и зафиксировать их в Музее науки и технологий, который хотят создать в Татарстане. В настоящее время в республике и ее столице нет единой экспозиции, посвященной науке, а также нам и нашим новым технологическим компаниям, флагманам экономики Татарстана в областях машиностроения, химии, нефтедобычи, авиастроения. Ведомственные корпоративные музеи либо труднодоступны широкой аудитории, либо недоступны совсем. Как следствие отсутствия внимания и интереса молодежи к науке, промышленным отраслям. Это серьезное упущение. На этот год на все строительство и ремонт в Татарстане будет выделено более 100 миллиардов рублей. Это средства национальных проектов и республиканских программ. Как отметил Рустам Минниханов, за застройкой и развитием территорий районов будет более жесткий контроль. И все вы должны придерживаться той схемы, которая будет утверждена. Здесь никаких амбиций. Никто без вас на территории муниципалитета ни один объект строить не будет. Но вы тоже не можете, исходя из каких-то своих чувств, принимать решения и строить какие-то комплексы, а потом всей республикой мы пытаемся решить эти проблемы. В минувшем году в республике полностью решили проблему обманутых дольщиков. Теперь задача следить, чтобы такого вопроса больше не возникало. Также займутся коммунальными отходами. В ближайшие годы запланировано строительство 6 комплексов по обращению с ТКО. Дмитрий Ирин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. «Газпром Трансгаз Казань» напоминает потребителям о правилах безопасного пользования газом в быту. Что нужно знать и к чему может привести самовольная замена приборов, смотрите в нашем репортаже. Здравствуйте, Казань, Бургаз, техническое обслуживание. Можно пройти? Газ безопасен, если знать и соблюдать все правила, говорят сотрудники газовой службы. Специалисты проверяют каждую деталь, визуально осматривают оборудование, его соответствие нормативным требованиям, обследуют герметичность всех соединений. Никаких утечек газа нет, родность показывает нас нет. Необходимо следить за наличием тяги в вент-каналах и дымоходах. Во время техобслуживания проверяют и приток воздуха. При использовании плиты и газовой колонки газовики призывают открывать окно. Для жителей также проводят инструктаж и выдают памятку со всеми правилами. Категорически запрещено самовольно заменять или ремонтировать газовые приборы. Этим у нас занимаются специалисты ООО «Газпром Трансгаз Казань». Специалисты говорят, в целях экономии времени и денег жители самовольно устанавливают или меняют газовые водонагреватели. При неправильном подключении вода попадает в газопровод. При замене газовых водонагревателей абоненты путают патрубки воды с газовой. В связи с этим вода попадает в внутренние сети газопотребления и наружные сети газораспределения. Самое сложное – это зимнее время, так как вода попадает в газопровод и превращается в ледяной закупорок. Это очень усложняет процесс устранения данного нарушения. Замена газового водонагревателя сегодня стоит около 2000 рублей. При аварии абоненту выставят штраф в десятки тысяч. Специалисты напоминают, газовое оборудование необходимо проверять раз в год. Своевременное техобслуживание – гарант безопасности. Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину в связи с трагическими событиями в Донецке. С глубокой скорбью в Татарстане восприняли известие о трагедии. Гибель мирного населения в результате ударов ВСУ болью отозвалась в наших сердцах. От имени жителей республики, от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это огромное горе. Просим передать слова поддержки родственникам и близким погибших. Пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в телеграмме Раисы Татарстана. Напомним, при обстреле со стороны ВСУ рынка в Донецке накануне погибли 25 человек. Понедельник в ДНР объявлен днем траура.
Минтимер Шаймиев продолжает принимать поздравления. В субботу он отметил 87-летие. Сегодня телеграмму направил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Вы вносите значимый вклад в развитие республики, многое делаете для решения задач, стоящих перед республикой. Желаю вам здоровья и всего наилучшего, говорится в правительственной телеграмме спикера Госдумы. Сегодня в Москве завершается Всероссийский семейный форум «Родные и любимые». Он дал старт году семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным. В столицу пригласили 250 семей со всей страны. Они рассказывают, как хранят традиционные ценности семьи. Одним из приятных сюрпризов для гостей стенда Татарстана стала творческая викторина. Ее победители получили особенные призы – семейные туры выходного дня в нашу республику. Об атмосфере, которая царила в эти дни на ВДНХ, в репортаже Дины Газалиевой. Надеваем на пальчик и шьем. Шьем вперед иголочкой. Символ Татарстана, красивый и нежный тюльпанчик, теперь может украсить день каждого гостя выставки России на ВДНХ. Тем более, если он, тюльпан, изготовлен своими руками. Но это не все. Конкретно это перчаточная кукла, да, потому что она надевается как перчатка. В нашем театре есть тростевые куклы, планшетные куклы, куклы Маппет. Маппет – это когда ртом мы управляем с помощью вот так рук, да, то есть марионетки. Дети – самые главные участники всех выставочных радостей. На этот раз их учили делать кукол из войлока. Мы привезли спектакль «Теремок». Все персонажи, детишки могут выбрать персонаж и уже тут изготовить эту куклу. Остальные персонажи под такой же техникой уже будут делать с родителями дома. И у них будет свой маленький спектакль дома уже. За эти дни какие только активности не проходили на выставке, поэтому на ВДНХ всегда много гостей. У татарстанцев свои изюминки. Сразу могу сказать, во-первых, мне коренные жители очень понравились улыбками, осанками и доброжелательностью. Музыка, танцы, интересные идеи, ну и куда же без подарков? Никитина ВВ. Никитина. Главный сюрприз этих дней для участников веселой викторины самый приятный – семейный тур в Татарстан в честь года семьи в России. Тем более, что на ВДНХ проходит и тематический форум. Все сложилось. Думали, все уже. Ну просто это вот первый раз у нас такое. Никак не ожидали. С такого количества билетов там. Конечно, очень приятно, что выпала такая возможность поехать в Казань. Таких счастливых семей, которых теперь ждут в гости в Казань, несколько. Самые активные уже составляют планы, что в республике хотят посмотреть в первую очередь. Например, Вера Никитина. В Татарстане до этого никогда не бывала. Самое время исправлять ситуацию. Я выиграла, я сама прям в шоке. Не ожидала, что я выиграю такой приз. Просто я счастлива. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. А сейчас прогноз погоды с Динаром Батрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисыз, в студии Динар Бадрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки характер погоды сильно не изменится. Будет ясно и преимущественно без осадков. Подробности после полезной информации. Только до конца января скидка 20% на изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафе-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Кукмаре и Высокой горе ясно, без осадков. Температура днем 12-14, ночью 12-15 градусов мороза. В Буинске, Апастово и Кайбицах температура минус 10-15 днем и 12-15 мороза ночью. Здесь тоже малооблачно, снега не обещают. В Черемшане, Аксубаево, Мамандыше тоже солнечно и без осадков. Температура днем минус 13-15, ночью 14-19 градусов мороза. В Нижнекамске, Акрызе и Менделеевске ясно, 12-14 градусов мороза днем и минус 13-15 градусов ночью. В Альметьевске, Лениногорске и Бугульме будет светить солнце, снега не прогнозируют. Минус 11-14 днем и минус 14-20 ночью. Мороз и солнце обещают и в туристических городах республики. В Свияжске ясно, без снега, температура 12 градусов мороза днем и ночью.
В Болгаре днем минус 14, ночью минус 15. Здесь тоже солнечно и без осадков. В Елабуге ясная погода без осадков. Температура днем минус 13, ночью 15 градусов ниже нуля. В Казани прогнозируют морозный и солнечный день. В течение суток температура одинаковая, минус 12 градусов. Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба. Ветер до 4 метров в секунду. Он будет дуть с юга. Влажность 60%. Магнитное поле Земли возмущенное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. Кнәрі күзіңіз шылы болсын.